Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В июле 1954 года принято постановление о совместном обучении в школах мальчиков и девочек. В этот день, в 2002 году, Зеленодольский судостроительный завод имени Горького получил заказ на переоснащение Каспийской флотилии. 17 июля 2013 году на Казань-арене состоялась церемония закрытия Всемирной летней универсиады. Тогда сборная России установила рекорд, выиграв 292 медали. Больше половины из них были золотыми. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Очередные трагедии. Предполагаю, что один начал тонуть, другой начал спасать. Чем закончились поиски двух подростков на водном объекте в Буинском районе, знает Сергей Хайдаров. Увидел грызуна или дикое животное, оставь его в покое. Ну, они сами поймали ее, пытались поиграть или как, не знаю. Она их цапнула, наверное. Чем опасно бешенство и как с ним борются, знает Алия Хайрудинова. Расставили сети. Установили оптический кросс, цифровой коммутатор, источник бесперебойного питания. Как с приходом скоростного интернета изменится обучение в школах, узнала Зарина Ахметова. Стало чище. Бывало, что находили даже катамараны утопленные. В Казани навели порядок на территории русско-немецкой Швейцарии. Как очищается уникальное место, увидел Рамиль Шайдулин. Начинаем выпуск с трагедии в Буинске. Там накануне пропали двое подростков 15 и 17 лет. Они ушли купаться на плотину и не вернулись. Поиски шли всю ночь. Утром подключились казанские водолазы. На месте происшествия в селе Ахмаметьево работали Следственный комитет, МЧС, прокуратура и медики. Спасателям пришлось частично осушить водоем. И только сегодня, во второй половине дня, было обнаружено сначала тело одного мальчика, а затем и второго. Как известно, следком уже возбудил уголовное дело. На месте трагедии сегодня работала и наша съемочная группа. Сергей Хайдаров с подробностями. Сотрудники Следственного комитета просят журналистов и сельчан покинуть место происшествия. Местные жители дежурят здесь уже больше суток. Кто-то пытается помочь спасателям, а кто-то просто молча смотрит в воду. Конечно, это изрытые карьеры, они экскаватором как скопали сети. И очень опасно плавать, конечно, не рекомендуется в таких местах. Говорить на камеру о произошедшем никто не хочет. Это трагедия не только для семей, а для всего села Ахмаметьево. Напомним, двое подростков 15 и 17 лет ушли на озеро вчера и долго не возвращались. Обеспокоенные родственники нашли на месте только их вещи. Вчера методом тролления искали кошками. Это первичные средства, которые поиск. Сегодня вот с города Казани прибыли спасатели, водолазы. Сейчас вот ищут. Со слов родителей, они плавать не умели. И, скорее всего, предполагаю, что один начал тонуть, другой начал спасать. Как видите, сейчас водолазы продолжают поиски. Здесь на месте, где ищут тела, стоит гробовая тишина. Все просто замерли в ожидании, наблюдая за тем, что происходит. Водолазы прямо сейчас работают на 6-метровой глубине, но только еще вчера это озеро было 10-метровой глубины, специально для того, чтобы облегчить вот этот вот процесс поиска. Воду спустили через специальные трубы. Около обеда спасатели подали сигнал. На дне нашли тело. На опознании родные еле сдерживают эмоции. Уже без камеры местные жители нам рассказали, что подростки были двоюродными братьями. Про таких, как они говорят, не разлей вода. Она их и разлучила. Озеро было не оборудовано для купания. Сейчас Следственный комитет ведет по факту гибели проверку. Уже возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, подростки уехали купаться на мотоцикле на плотину у деревни Маматкозина. После того, как спустя полчаса они вернулись домой, мать одного из них отправилась на поиски и обнаружила на берегу одежду и мотоцикл. Несмотря на вышеназванные обстоятельства, указывающие на признаки утопления, следствие рассматривает различные версии произошедшего, в связи с чем и возбуждено уголовное дело по статье убийства. Уже когда наш материал готовился к эфиру, нам сообщили, что спасатели нашли тело и второго подростка. Всего таким образом в этом году только с начала июня ушли купаться и не вернулись 43 человека, среди них 6 детей. Сергей Хайдаров, Александр Вольнов, ТНВ, Буинский район.
Советский районный суд Казани вынес решение об аресте бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главы Буинского района Агляма Садриддинова до 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда. Напомним, по версии следствия, в 2003 году подозреваемый, являясь главой Буинского района, организовал убийство жителя этого же района. Поводом послужила активная гражданская позиция потерпевшего. Он жаловался на руководителя в различные инстанции. Для совершения убийства подозреваемый по материалам дела обратился к участникам казанского преступного сообщества «Квартала». Последние за вознаграждение в 180 тысяч рублей совершили убийство мужчины. В 2010 году Верховный суд Республики приговорил исполнителей посредника к значительным срокам лишения свободы. Данные о причастности Агляма Садриддинова, как сообщает Следком, были получены только сейчас. В селе Кульсиитово объявлен карантин по бешенству. Здесь дачницу укусил дикий зверек. Крота женщина взяла на руки, а теперь проходит лечение от бешенства. Ветеринары констатируют, случаев бешенства в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем зачастую безобидные селфи с грызуном становятся причиной смертельного заболевания. Весной без малого 1 миллион доз вакцин были разложены возле нор лис, куниц, а также вдоль деревень. Но случаи заражения продолжают регулярно фиксировать. О том, как не стать жертвой милых, но не безопасных четвероногих. Олег Рудинова. Хозяйка этого дома взяла в руки крота и укусила ее. В садовом товариществе «Солнечный» крота не встречал только ленивый. Вот и тогда встреча с грызуном для дачницы была очередной. Только свидание завершилось укусом и 2-месячным карантином для всего поселка. До этого кроты добирались только до урожая. Особенно по весне сажаешь огурцы или помидоры рассады. Все корни подъедают. И просто падает помидоры попадают, огурчики падают все. Я помидор посадил, да. Мы там поймали. И взяли в руки? Убили. Себя она в саду нашла. А вот и сам крот. Уже на 2-й день после отлова грызун умер. А анализ биоматериала показал, болел бешенством. Уколы дачницы начали делать сразу после укуса, а ветеринары пошли обрабатывать садовые участки. Тенденция пошла то, что делать селфи с дикими животными, это как считается модно. Но я настоятельно рекомендую, чтобы остерегаться бродячих животных, диких животных. Это как здоровая привычка, наверное. На своих садовых участках местные дачники встречают не только грызунов. В близлежащих лесах им часто попадаются и дикие лисы, которые близко подходят, и есть повод задуматься, а здоровы ли они. Кстати, бешенством лисы заражаются, поедая тех самых больных грызунов. Масштабную борьбу с бешенством лис в Татарстане начали еще в 2015 году. Тогда их популяция росла, а количество зараженных пугало. Только за январь было выявлено 36 случаев бешенства. Сейчас самый действенный способ борьбы с заразой – оральная вакцина. Специальные мясные брикеты с лекарством раскладывают возле нор весной и осенью. По словам ветеринаров, 80% из них съедают, а такой способ помог снизить негативную статистику в десятки раз. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. От дна и до берега. Экологи, экоактивисты и Русское географическое общество сегодня проверили и очистили территорию русско-немецкой Швейцарии. Уникальный уголок природы в Казани загрязняют отдыхающие. На берегу и в воде бутылки, пакеты и другой неразлагаемый мусор. Как в очередной раз спасали заповедное место, увидел Рами Шайтулин. От прыжка до дна всего пара секунд. Ведь Казанка здесь не такая глубокая. Но оттого и загрязняется она быстрее. Это территория русско-немецкой Швейцарии, уникального уголка природы республики. Чистота ее воды под особым контролем экологов. Сегодня мы в рамках национального проекта «Экология» сохранения уникальных водных объектов находимся на территории русско-немецкой Швейцарии. Сегодня это очередная наша акция. В ее рамках экологи и Русское географическое общество по всей республике отбирают пробы воды, чтобы сдать на анализ, и очищают дно от мусора. Здесь и пластик, и металл, стекло. Водолазы сталкиваются со всяким. Какие-то деньги потерянные, очки, бутылки закрытые с газировкой и так далее. Бывало, что находили даже катамараны утопленные. Мусор сегодня находят не только в воде. Вот такие вот кучи сегодня находят и на берегу. Этим занимаются волонтеры. Еще до обеда они набрали вот столько пакетов, только с одного участка. Бутылки, полиэтилен, бытовые отходы. Многое найдено рядом со следами от палаток и у бывших костров. Русско-немецкая Швейцария – излюбленное место отдыхающих, но не всегда убирающих за собой. На данный момент собрано и рассортировано по типам мусора порядка 20 вот таких вот 100-литровых мешков.
Это и пластик от тары, от напитков, стеклянные бутылки, металл, мангалы. Мусор находится в каких-то реально норках, где мусор просто спрятали для того, чтобы с собой не выносить. Это исключительно экология, наверное, души. Все собранное волонтеры относят к специализированным бункерам. За это отвечает один из регоператоров по вывозу мусора. Собранные отходы мы сразу увозим на мусоросортировочный полигон, и они уже там дальше идут на переработку. Акция по очистке дна и прибрежной территории уже 200-я в этом году. Обычно их проводят с апреля по октябрь, но в этом году из-за пандемии начали несколько позже. Впереди похожие работы в Державино, у рек Меша, Берсуд и в Мамадышском районе. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. К другим темам. В Татарстане сегодня подтвержден 27-й случай смерти от COVID-19. Смерть жителя Казани 1961 года рождения наступила 15 июля. Коронавирус был осложнен внебольничной двухсторонней пневмонией. Тем временем сегодня в республике подтвержден 31 новый случай COVID-19. 6 человек госпитализированы. Больший прирост по-прежнему дает Казань. Это 12 человек за сутки. Итого на 17 июля в Татарстане зафиксировано 5157 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4017 человек. Фудкорты в торговых центрах открыли, поскольку разрешили работать и остальным общепитам в республике. Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Изначально в предложениях ведомства было прописано оставить закрытыми точки питания, кинотеатры, детские комнаты. Но в итоге делать исключение для кафе в торговых центрах не стали. Требования к ним применяются те же, что и к стационарным заведениям. Также журналистам сообщили о том, что проект из Татарстана по перевозке врачей, продуктов и медикаментов победил в конкурсе «Смарт-эволюция» агентства стратегических инициатив. В момент, когда было значительно увеличено количество вызовов на дому, количество легкового транспорта, конечно, с учетом увеличения, не могло гарантировать адекватную доступность. Так вот, этот проект с Яндекс.Такси вместе реализован, он позволил этот вопрос решить. И вот Татарстан, соответственно, в этой номинации победил. Роспотребнадзор Татарстана назвал единственный пляж, где разрешено купаться. Читайте подробности в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане увеличивает число отделений реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом. Они дополнительно откроются в больницах крупных городов республики. Такие центры уже работают в Казани на базе госпиталя для ветеранов 7-й горбольницы. Планируют открыть еще в Казанской поликлинике номер 21 и в Челнинском госпитале для ветеранов. Уже сейчас пациентов принимает 7-я поликлиника Автограда. Какие методы восстановления применяют медики, увидела Светлана Звонарева. Галина Ванюшина болела долго и тяжело. Диагноз – двухсторонняя пневмония. Женщина 3 недели провела на больничной койке, потом еще месяц на домашней самоизоляции. Теперь проходит курс реабилитации. 3 дня назад я пришла сюда, меня пригласили в дневной стационар на дыхательную гимнастику. Отсюда я пойду в 4-й кабинет и вот на ОВЧ. Уже несколько дней в 7-й поликлинике Автограда активно помогают пациентам, переболевшим ковидом и вирусной пневмонией. Особое внимание пожилым людям. Именно им сложнее всех восстанавливаться после перенесенной болезни. Вход для таких пациентов отдельный, обязательное измерение температуры. Пока в медучреждении готовы принять только 45 человек. Врач разрабатывает для каждого пациента индивидуальную программу, комплексную программу занятий с учетом локализации, объема, степени поражения органов дыхания, с учетом клинической картины, с учетом возраста пациента. Для пациентов разработан курс физиотерапии, куда входит электролечение и магнитотерапия. Специалисты считают, достаточно всего 5 минут в день, чтобы освободить легкие и вдохнуть полной грудью. Магнитные волны, которые непосредственно у нас улучшают функцию легких. Кровоснабжение улучшается, питание улучшается, трофик улучшается. За счет этого у нее идет на выздоровление полнейшее. В арсенале медиков еще одна программа – обязательные занятия лечебной физкультурой. В течение 30 минут дыхательная гимнастика. До реабилитации все-таки дыхание у меня было более жестче, да, и трудно дышать было еще. На сегодняшний день, вот после этих занятий, дыхание становится легче. Все-таки я вот сама чувствую, что по себе, что да, я могу уже дышать немножко свободнее. Пациенты, переболевшие вирусной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией, посещают еще и бассейн. Как говорят медики, занятия в воде общеукрепляющие и тонизирующие. Общий курс реабилитации 10 дней, а после будьте здоровы и берегите себя.
Светлана Звонарева, Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, ТНВ, Набережные Челны. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Единый день голосования 13 сентября. Несколько дней. То есть мы понимаем, что 7 дней – это крайне сложно. На сколько дней может увеличиться время на выбор и какими будут меры безопасности, расскажет Салават Мухаммадулиан. 18 тысяч километров победы. Высочайшая нота накала о победе вообще многонационального, многоконфессионального русского мира, русской цивилизации. С участниками исторического автопробега до Владивостока встретилась Юлия Муратова. О развитии внутреннего туризма говорил сегодня Фарид Мухамедшин на заседании Президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании. Парламентарии обсуждали вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и туризма. Председатель Госсовета Республики рассказал, по итогам прошлого года доходы от туротрасли в Татарстане составили около 8 миллиардов рублей. Фарид Мухамедшин попросил оказать содействие в развитии сельского и спортивного туризма на федеральном уровне. Спикер Госсовета констатировал, что муниципалитеты пока не особо заинтересованы в развитии туристической инфраструктуры, так как доходы уходят в федеральные и региональные бюджеты. Нужно принять меры, чтобы заинтересовать муниципалитеты. Но вот коллега сказал, сельский туризм внутри самой республики, спортивный туризм внутри самой республики становится привлекательным. Мы бы хотели, чтобы это нашло отражение в федеральном законе. Мы получили бы какую-то там, может быть, поддержку и правовую, возможно, и экономическую. В связи с пандемией ЦИК Республики выступает за многодневное голосование на выборах в сентябре. Об этом сегодня рассказал председатель Татарстанского центра избиркома Андрей Кондратьев. Напомним, 13 сентября в республике пройдут выборы президента, муниципальных депутатов и до выборов в Госдуму и Госсовет. Насколько реально предложение провести выборы в течение 2-3 дней и какими будут меры безопасности, расскажет Салават Мухаммадулин. Почти 3 миллиона избирателей, 2810 участковых и 65 территориальных комиссий. Единый день голосования 13 сентября в республике обещает стать насыщенным. И еще не факт, что на выбор будет только один день. Среди предложений – прием избирателей в 2-3 дня. Опыт уже имеется. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю. Обсуждение избирательного процесса с учетом пандемии сейчас идет на федеральном уровне. Мы за несколько дней. То есть мы понимаем, что 7 дней – это крайне сложно для избирательной системы. Есть вариант 2 дня, суббота, воскресенье, пятница, день тишины, когда участковая избирательная комиссия полностью в спокойной обстановке готовится к избирательному процессу. И есть вариант 3 дня. Во всяком случае, любое решение не отменит меры безопасности. Есть вариант, при котором их могут немного смягчить. Например, отменить индивидуальные ручки. Решение будет приниматься ближе к сентябрю. Уже точно известно, что будет работать система «Мобильный избиратель». Татарстанцы смогут проголосовать не по месту прописки, но этот механизм возможен только на выборах президента республики. Надо заявиться через МФЦ, через ТИКи, через УИКи, через единый портал государственных услуг и проголосовать там, где удобно. Отличие от общероссийского голосования, акцент ставлю, чтобы вы понимали, что, например, на выборах муниципальных органов власти этот механизм не работает. Напомним, 13 сентября в республике пройдут выборы президента Татарстана, больше 7 тысяч муниципальных депутатов. В этот же день в Нижнекамском округе пройдут доп. Выборы в Госдуму, а в Елабужском округе избиратели выберут представителя в Татарстанский Госсовет. Салават Мухаммадулин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Тормозить больше не будет. До 20 августа все государственные школы Татарстана будут обеспечены высокоскоростной связью. Как отметили в Минцифре, такого нет ни в одном регионе страны. Более 1000 общеобразовательных учреждений смогут подключаться к интернету со скоростью в 100 мегабит в секунду. Это как никогда важно в период пандемии, ведь до сих пор не ясно, как стартует учебный год – очно или заочно. Какая работа уже проделана, расскажет Зарина Ахметова. Установили оптический кросс, цифровой коммутатор, источник бесперебойного питания. Теперь в школе можно пользоваться высокоскоростным интернетом. Так, с 5-10 мегабит в секунду интернет в Бишнинской школе разогнали до 100. А прежде отправить письмо, скачать материалы или настроить связь с учениками дистанционно для учителей превращалось в проблему. Приходилось запасаться не только терпением, но и временем.
Интернет не всегда работал, тормозил, и перегрузка была, наверное, потому что все обучались, все сидели в интернете. Учитель пользуется, во-первых, интернетом, потому что нужно готовить презентацию, нужно готовить видеоуроки. Если раньше, чтобы элементарно даже посмотреть видео, нужно было поставить, загружаться его заранее. Теперь все происходит намного проще. Интернет как в городе. Это и есть последствия масштабной программы, которую в этом году запустило Министерство образования вместе с Таттелекомом. Так ученики даже в самых удаленных уголках республики смогут настроить связь с внешним миром. Но в первую очередь дистанционное обучение с преподавателем. По решению президента Республики Татарстан до 20 августа текущего года дополнительно в 1045 школах доступ в интернет вместо устаревших технологий ADSL будет организован по оптическим каналам связи. Это значит, что в Татарстане 100% государственных школ, абсолютно все, будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Такого, говорят, нет ни в одном регионе страны, но в последние несколько месяцев интернет в школе оказался необходим как никогда. Ведь этот учебный год школьники завершали дистанционно. Если где-то интернет хоть какой-то, но был, то где-то отсутствовал вовсе. Есть очень удаленные пункты, и, естественно, это требует десятки километров прокладки, и это все сопряжено с необходимостью согласования, с необходимостью учитывания разных факторов. То есть, безусловно, это такая большая, огромная работа, которую мы сейчас проводим. Приобщение к IT и повсеместной цифровизации теперь станет обязательным условием работы и для министерств. Об этом накануне говорил президент Татарстана. Я бы сейчас сделал рейтинг каждого министерства, ведомства в части цифровизации в сравнении с другими регионами. Но мы должны брать отметку лучших. Если мы лучшие где-то случайно по стране, тогда надо смотреть лучших в мире. Для этого президент республики поручил составить четкий план работы, чтобы через 3 года стать лучшими в стране. Если работа в школу выполнит на все 100% и в срок, то это будет одним из главных шагов в этом направлении. Зарина Ахметова, Ильгиз Шакуров, Ринат Сафин, Адель Мендубаев, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. 12 тысяч километров победы. Именно такой путь преодолеют участники патриотического автопробега от общей победы к общему миру. Маршрут стартовал 22 июня во Владивостоке. Ветераны на легендарной машине ГАЗ-М-20 «Победа» сегодня прибыли в Казань. Как встречали и куда отправятся победители дальше, узнавала Юлия Муратова. Слава боевому братству! Ура! Главные символы Великой Отечественной войны сегодня дошли до Казани. Знамя Победы в 200 квадратных метров и 300-метровая Георгиевская лента. Ее развернули участники большого патриотического автопробега от общей победы к общему миру. Участники автопробега остановились в одном из самых исторических мест города. Это Парк Победы. Все действие прошло на фоне боевых машин. Например, вот это главное транспортное средство Великой Отечественной войны свой героический автопробег уже выполнило. Путь этого автопробега 12 тысяч километров от города Боевой Славы Владивосток до города-героя Москвы. Автоколонну возглавил легендарный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» 1953 года выпуска. Участники ветерана, это 6 человек, уже преодолели более 8 тысяч километров. Автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» – это символ. Когда у нас спрашивают, знаете, в дороге всякое бывает, а сколько стоит? Мы всегда отвечаем так: 27 миллионов жизней. Потому что для нас это не гайка, не какой-то раритет. Для нас это смысл. И главные смыслы, символы нашего многонационального народа лежат также в этой победе. Автопробег посвятили 75-й годовщине Победы. В Казани участников встречали члены Содружества ветеранов боевых действий юнормейцы. Правда, из-за пандемии уже в меньшем масштабе. Старший сын у меня принимает участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию учащихся. Он у меня ходит на эти мероприятия в военной форме. Младшему 4,5 года. И уже младший у меня требует, чтобы я ему приобрел форму. Символично-патриотический автомарш начался в день начала Великой Отечественной войны 22 июня и закончится 3 сентября в день окончания Второй мировой. Мой коллега, начальник штаба Владимирской области юнармии Павел Евгеньевич, сам за рулем, пройдя от Владивостока, тяжело. И я правильно сказал в небольшой своей речи, что надо иметь силу, волю и мужество, чтобы пройти, мало того, просто за рулем, а надо еще проводить какие-то мероприятия. А завершатся километры Победы большим круглым столом. За ним соберутся представители 7 стран-союзниц. Мировому сообществу адресуют резолюцию с призывом от общей победы к общему миру. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
История жизни татарстанцев на уникальных фотоснимках. Сегодня в Казани в парке Горького открылась выставка, посвященная столетию ТССР и 30-летию информационного агентства «Татаринформ». Это 4 десятка фотокартин о труде и бытии людей без формальности и прикрас. Выставку «Под небом» увидели и наши корреспонденты. Вообще, в отличие от города, дети всегда они у отцов чему-то учатся в деревне. Как шутит заслуженный деятель искусств Рустам Мухамедзянов, эта фотография почти что популярный слоган. Только вместо «папа может» мы можем. Вместе. Будни механизаторов он снял в одной из деревень Пестричинского района еще в 1982 году. И таких кадров со старых фотопленок у профессионального фотографа 1000, самые уникальные, попали на выставку, посвященную столетию ТССР. У меня был какой принцип вообще, так сказать, такой прежде, но он и сейчас вроде, что не снимать фотографию такую однодневную, хронику, да, чтобы она отражала какой-то, значит, ну, допустим, если доярка, чтобы не просто была конкретная нафиса доярка, да, а чтобы отражала, значит, вот технологию, отношение к животным домашним и к труду. Всего выставка собрала 4 десятка уникальных фотоснимков. Все они о жизни в ТССР. И это не крупные политические события или громкие встречи, а повседневная жизнь татарстанцев. Кадры, содержащие хронику прошлого республики, собрал и фотокорреспондент Татаринформа Рамиль Гали. Это последний митинг возле оперного театра. В каком смысле последний? Последний при ТССР. Да? Все хотели республику Татарстан, и за это потом проголосовали, по-моему, депутаты, и мы стали республикой Татарстан. Выставку разместили в парке Горького. Он такой же символ сразу для нескольких поколений. Когда мы подбирали работы, я тоже думал о том, что каждый проходил через эту аллею малышом, родителем, там, дедушкой, и всегда это у него какие-то эмоции возникали. И поэтому мы хотели, чтобы эти эмоции вспомнились у людей. Им стало тепло от того, что в этой республике они живут. И такие моменты прошлого, как живые, прогуливаясь в парке, любой желающий сможет увидеть еще в течение месяца. Рамиль Шайдуллин, Юлия Муратова, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. В студии София Егорова. О погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблаха и Азнакаево в субботний день погодные процессы существенно не изменятся. Днем 28-29 градусов выше 0. Без осадков и тепло в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге плюс 27. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши малооблачно и сухо плюс 27-28 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси сохраняется теплая погода с минимальной вероятностью осадков до плюс 26. В Болгаре, Дрожжином и Буинске температурный фон сохранится на том же уровне плюс 24-26 градусов. Осадки не прогнозируются. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше малооблачно и сухо плюс 26. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани будет малооблачно. Вероятность осадков небольшая. Ночью около 15 тепла, а днем температура около 26 градусов выше 0. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.